Фонарь в самом центре Сыктывкара мог упасть на голову прохожим, благо все обошлось благодаря бдительным горожанам. О проблеме они написали в социальной сети. Факт зафиксировала система инцидент-менеджмент. Проблему решили, и этот механизм взаимодействия с властью жители республики продолжают осваивать. Сообщения в соцсетях приходят из разных уголков Коми. Сыктывкар, Инта, Печора, Карткирос и даже Усть-Цельма. Везде темы разные, а вот результат схож. Ни одна просьба не остается без внимания. Виктория Денисова продолжит. Вывести забытый мусор, отремонтировать протекающую крышу, заделать яму на дороге или поменять перегоревший фонарь. Чаяния жителей Коми в соцсетях, как правило, касаются простых бытовых вещей, а их решение и вовсе не требует серьезных затрат сил и средств. Тем не менее, без всемогущего интернета они чаще всего так и остаются незамеченными. Мусор продолжает лежать на траве, а крыша предательски пропускает осадки. Очень часто жители попросту не знают, куда обращаться со своими проблемами. Выход есть. О наболевшем и волнующем делятся в социальных сетях. Здесь все пока что работает куда быстрее и понятнее. Так, например, совсем недавно в одном из пабликов, посвященных Печоре, появилась информация о кучах мусора на газоне на улице Свободы. Так же, как не убрали мусор с газонов. Травка выросла и все спрятала, и кучи будут лежать, все растопчут. На сигнал тут же отреагировал Центр управления регионом. Через несколько дней на указанной улице ни следа от мусора. Территорию привели в порядок, теперь гулять там летними солнечными днями – одно удовольствие. И это не единственный пример. На днях уже в Сосногорске, благодаря бдительности и неравнодушию местного жителя, в районе ЦРБ и по улице 65 лет Победы была восстановлена праздничная иллюминация. Вчера проезжал и опять обратил внимание. В районе детской поликлиники и дальше за ЦРБ после урагана порвало гирлянды и провода. До сегодняшнего дня так ничего и не сделали. И кто может дать гарантию, что кого-то не ударит током и не будет короткого замыкания? Для того, чтобы сообщение не осталось незамеченным на просторах интернета, необходимо не только указать точный адрес и подробно описать проблему, но и приложить фото и видео. Так специалисты Центра управления регионом могут быстрее отреагировать на запрос и направить его в нужную организацию. Так, недавно жителям одного из домов в Инте отремонтировали козырек в подъезде. Добрый вечер, «Звезда». У нас две просьбы. Отремонтировать козырек над подъездом и вторая – на детской площадке на Куратова, 64. Убрать кусок асфальта. Ксения, добрый день. УК ООО «Звезда» ремонт козырька запланировали на 08.06.2021. Уборка территории площадки на 07.06.2021. Сказано, а точнее написано, сделано. Теперь маленьким и взрослым жителям дома не страшны ни дождь, ни снег, ни даже куски асфальта. От неприятной неожиданности недавно спасли сыктывкарцев и гостей столицы. Один из прохожих обратил внимание на фонарь, который буквально висел на волоске на столбе на одной из центральных улиц города. Улица Коммунистическая – одна из самых оживленных в городе. Ежедневно здесь проходят сотни, а то и тысячи человек. Среди них много и детей. Тут и один из учебных корпусов СГУ, и республиканский стадион, и немало других важных объектов. Висящий на добром слове фонарь мог упасть на голову одному из прохожих в любой момент. Теперь ходить здесь снова безопасно. Ровные дороги, чистые дворы, красивые пейзажи за окном. На самом деле до всего этого не так уж далеко, как кажется. Особенно, если начинать с себя. Все великие изменения берут свое начало с малого. Примеры тому не только обращение в соцсетях, но и комфортная городская среда и народный бюджет, когда жители сами разрабатывают проекты благоустройства, проводят собрания и даже вкладывают личные средства. Виктория Денисова, Ксения Лосева, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.